Приветствую, друзья! Сегодня территория Украины, которая подконтрольна натовским войскам, подверглась очень серьезным ударам по критической инфраструктуре. И это привело к тому, что в ряде областей Украины просто пропал свет. С учетом того, что информация о том, сколько ракет и в какой объект энергогенерации прилетела, это государственная тайна Зеленского, можно посмотреть на вот этот график. И здесь становится понятно, что в основном досталось Хмельницкой и Николаевской области. Там люди практически сидят без света во всей области. Сейчас мы уже видим, что ударов было настолько много нанесено за последнее время, что по накопительному принципу каждый последующий удар он вызывать будет все больше гораздо отключений света, нежели ранее. Несмотря на то, что после сегодняшнего удара масса украинских областей осталась без света, мы все равно видим заявление от украинского генштаба о том, что они сбили космическое количество различных там ракет, беспилотников, камикадзе и так далее. Но по факту мы видим все вот на этих графиках, где четко видно по отключению интернета, что реально практически половина областей Украины очень жестко сейчас испытывает именно дефицит электроэнергии. А в Киеве тем временем власти уже объявили о том, что зимой отопления может и не быть. И если его не будет в столице, то в других областных центрах, я вас уверяю, будет ситуация гораздо хуже. Поэтому всем людям, которые находятся в областных центрах и в прочих городах, нужно уже сейчас думать о том, чтобы как можно скорее либо переехать за границу, либо хотя бы переехать в село, там, где есть условно печка с дровами, для того, чтобы хоть как-то пережить зиму. А западная пресса тем временем анализирует линию обороны, которую выстраивает ЧВК Вагнера на Донбассе и в других регионах, потому что она уже даже эта линия видна прямо из космоса. На этих снимках четко видно, как там выставлено две линии из треугольников противотанковых и вырыт очень серьезный противотанковый ров, который в принципе невозможно преодолеть ни на танке, ни на какой-либо бронированной технике. Но на Херсонском направлении мы видим, что там сейчас концентрируются очень большие силы союзных сил. Там уже даже прибыли подразделения с Чечни и других направлений, и сейчас оттуда приходит именно такая информация. Судя по всему, в том направлении готовится очень и очень крупное сражение, и сейчас время уже идет условно на дни, когда оно там начнется, потому что объективно у западных стран остается очень маленький временной люфт, когда они еще могут сходить в атаку. Исход сражения будет безусловно зависеть от уровня участия западных стран непосредственно в боевых действиях и насколько им хватит пушечного мяса для того, чтобы реализовать все свои планы. Понимая это, руководство НАТО и Пентагона сейчас перебрасывает в Украину все самое лучшее и самое последнее, что сейчас строит и европейский, и американский военно-промышленный комплекс. ТРМЛ-4D – мобильная многофункциональная РЛС средней дальности С-диапазона, которая была разработана в 2018 году. И тут давайте просто проанализируем. Если только в 2018 году ее разработали, то пока ее передали на заводы, пока ее пустили в серию и так далее, то там прошло как минимум год-два. Так точно. И таких РЛС еще, знаете, ни в Германии, даже ни в Америке нету в армиях, а вот на территории Украины уже есть. То есть, по сути, те РЛС, которые только-только сошли с завода, их не поставляли ни в какие там американские или немецкие армии. Их прямо напрямую отправили в Украину. Стоимость таких РЛС, конечно, тоже заоблачная, и поэтому для союзных сил это будет просто очень лакомая цель, особенно с учетом большого количества ракет противорадиолокационных, которые стоят на вооружении российских ВКС. Но тем временем Польша и прочие страны сейчас очень активно перебрасывают свою военную технику к границам Беларуси, аргументируя это якобы учениями, но тем не менее, если вы посмотрите на фотографии с тех учений, то оказывается, натовские войска маркируют себя под россиян и белорусов. И таким образом, скорее всего, мы видим просто подготовку к тому, что на территорию Беларуси могут реально зайти натовские войска. И для того, чтобы захватить несколько областей, то они будут использовать именно вот то обозначение, которое используют белорусская и русская армия. Также, друзья, напоминаю, что на YouTube я не могу вам предоставить всю информацию, потому что тут есть масса ограничений. Поэтому все самое интересное я выкладываю у себя в телеграм-канале. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Также напоминаю, мой телеграм-канал выглядит вот так. Сейчас делают много клонов, и важно, что вы подписались туда, куда надо.
Но тем временем в Китае для Соединенных Штатов Америки проходят действительно трагические события, потому что там Коммунистическая партия Китая на своем 20-м съезде переизбрала Си Цзиньпиня уже в правительство Китая на ближайшие 5 лет. А это означает усиление антиамериканской политики и, конечно, курс на многополярный мир, причем очень жестко и безвозвратно. Для того, чтобы защищать национальные интересы Китая, Коммунистическая партия дала Си Цзиньпиню дополнительные полномочия, которых раньше реально не было. Давайте почитаем. Первой правкой устанавливается статус Си Цзиньпиня в качестве ядра Центрального комитета КПК и всей партии, а его видение социализма с китайской спецификой для новой эры становится руководством к действию для всех чиновников партии. Вторая правка обязывает партийцев защищать статус генерального секретаря Си Цзиньпиня как ядра КПК и защищать руководство партии. Таким образом, можно уже сделать вывод, что та часть Коммунистической партии Китая, которая была проамериканская, которая видела будущее Китая как колонии Соединенных Штатов Америки, то эта часть реально проиграла. И сейчас мы видим, что та часть Коммунистической партии, которая была настроена на многополярный мир и доведение Китая до мирового лидера и сверхдержавы, то вот та часть победила, и мы сейчас просто это видим на 20-м съезде КПК. Примечательно то, что проамериканская часть Коммунистической партии Китая, она объединялась вокруг Ху Цзиньтао, прошлого правителя Китая. И тем не менее мы видим, что на 20-м съезде вот этого Ху Цзиньтао показательно вывели из зала. Именно поэтому крайне выгодно сейчас Российской Федерации именно вот такое развитие события в Китае, когда линия Си Цзиньпиня, она является доминирующей сейчас, и когда антиамериканская политика там будет в приоритете на ближайшие 5 лет. В Китае прекрасно понимают, что без Российской Федерации реально построить многополярный мир вряд ли получится, особенно с учетом того, что Россия уже ведет полномасштабную войну с блоком НАТО и блокирует, по сути, очень большую часть сил западных стран на территории Украины. А вот для Соединенных Штатов Америки события на вот этом 20-м съезде Коммунистической партии Китая, они поистине трагические, потому что сейчас мы понимаем, что Китай это по сути первая экономика мира, и сейчас Китай уже входит в открытое противостояние с Соединенными Штатами Америки и частично с Европой. И сейчас мы будем видеть, как антикитайские санкции и антикитайская истерия будет не меньше, чем антироссийская в западных СМИ. Безусловно, американская разведка пыталась сделать все возможное для того, чтобы правдами и неправдами отстранить Си Цзиньпиня от власти и избежать подобного сценария, но тем не менее можно уже констатировать, что все эти планы были провалены. Ну а тем временем в Европе верный вассал Соединенных Штатов Америки Макрон продолжает возмущаться тем, что, оказывается, американцы продают свой сжиженный газ в Европу в 3-4 раза дороже, нежели у себя на внутреннем рынке. Американский газ стоит на внутреннем рынке в 3-4 раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам. Это двойные стандарты, сказал Макрон. По его словам, это должно стать темой для дискуссий, поскольку речь идет об искренности трансатлантической торговли. Интересно наблюдать Макрона в роли блеющего барана, который возмущается тем, что американцы, оказывается, прогнули Францию и всю Европу, заставили ввести антироссийские санкции, потом подорвали газопроводы, а теперь, получается, напарили европейцам свой газ в 3-4 раза дороже. И Макрон и прочие, знаете, там политики рангом пониже теперь тихонько возмущаются и начинают блеять. Но мне кажется, что больше всего с вот этого блеяния Макрона посмеялись в Африке, потому что там еще остались французские колонии, там Франция там является, знаете, доминирующей силой, и она там делает повестку дня. И вот я представляю просто вот африканские страны, когда читают про справедливость торговых взаимоотношений там трансатлантических или про двойные стандарты, то я полагаю, что просто они не могут удержать слез от смеха. Но тем временем в той части Украины, которая еще подконтрольна Зеленскому, там местные судьи собрались и объявили свое решение о том, что целых 11 партий они окончательно и бесповоротно запретили. И, конечно, политическую партию «Держава», главой которой я являюсь. Как выяснили в службе безопасности Зеленского, наша партия несет
несет очень серьезную угрозу режиму Зеленского и делает все возможное для того, чтобы натовская оккупация в Украине закончилась. Именно поэтому нашу партию решили запретить. И все-таки тех судей, которых по сути режим Зеленского держит в заложниках, посадили, знаете, в кабинет и заставили принять данное решение, на которое, естественно, мне и всем нашим соратникам, ну, по большому счету, просто плевать с высокой горы. Для особо одаренных в офисе Зеленского я еще раз проговорю официальную позицию партии в отношении Зеленского и прочих натовских чертей, которые сейчас руководят частью Украины. Ваши действия незаконны, вас привлекут к уголовной ответственности, и все вы понесете наказание, то, которое заслуживаете. Зеленский — это предатель украинского народа, который продал международному олигархату в украинскую землю и сейчас занимается уничтожением государства Украина и геноцидом украинского народа. За все это придется ответить, а вот эти нацистские структуры международного олигархата, они должны быть уничтожены, и я со своими соратниками приложим к этому просто максимум усилий. Но тем временем Соединенные Штаты Америки перебросили свою элитную штурмовую дивизию в Румынию. И если вы посмотрите на эту карту, то становится понятно примерно замысел Соединенных Штатов Америки ударить по Приднестровью через территорию Молдовы. И не случайно сейчас там Майя Санду просто под козырек исполняет все команды, которые сейчас исходят с американского посольства. Потому что, по всей видимости, она давным-давно присягнула уже тем же чертям, которым присягнул и Зеленский. Как известно, в Приднестровье находится российская группировка войск, и сейчас, если получается, натовцы подожмут с территории Молдовы эту группировку войск, а украинская армия Зеленского ударит с другой стороны, то таким образом вот эта группировка войск может оказаться реально в котле. Сейчас это в первую очередь нужно понимать молдавскому народу, потому что если такой сценарий будет запущен, и если Санду не остановит молдавский народ, то тогда, можно сказать, в течение года-двух на молдавской земле будут идти очень серьезные боевые действия, потому что объективно российская армия туда тогда обязательно придет. Ну а Байден уже в своем преклонном возрасте продолжает отжигать и делать уникальные заявления. И давайте послушаем, как он аргументирует американцам, почему сейчас Соединенные Штаты Америки должны оплачивать войну в Украине миллиардами долларов в месяц. Мы потратили много денег на помощь украинцам, но это гораздо больше, чем об украинцах. Это о НАТО, о Западной Европе. Вот оно что, оказывается, Байден прямым текстом говорит о том, что все миллиарды долларов, которые сейчас тратятся в Украине, это вообще не про Украину, это вообще про Североатлантический альянс и про ту структуру, которую американцы хотят сохранить для того, чтобы иметь полный военный контроль над территорией Европы. Поэтому тем наивным персонажам, которые думают, что Америка помогает Украине чисто по доброте душевной и поставляет все это оружие, деньги, кредиты и так далее, то вот здесь вам прямо Байден открыто говорит, что все это делается ради НАТО и ради контроля над Западной Европой. Выводы делайте сами и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там для вас есть возможность всегда предоставить гораздо больше интересной информации, нежели здесь на ютубе, потому что тут есть масса ограничений, а в телеграме их нет. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. До скорого!